вітання, сябры, на сувязі Надзея. Я выйшла на нашу шырокую вуліцу Гродзенскую цэнтральную, каб запытацца ў гаражан і гасцей нашага горада, як яны ставяцца да святкавання дня рацыяналізатара і вынаходніка у нас у Беларусі. Это ж такая профессия важная. Вот сейчас мы доведаемся, может, у кого-то такие знакомые есть, все вам расскажем. Чулі вы, што у нас у Беларусі у хуткім часе святкуецца дзень рацыяналізатара? Чулі пра такое свята? Да. А як вы лічыце, гэта неабходная прафесія для любога грамадства, не толькі для беларускага, но і наогул для сусвету? Людзі, которые прыдумваюць, што-то вынаходзяць. Обязательно, конечно. Нужная. А для чаго такія людзі нужны? Чтоб это прагрэс у масы или як? Да. Скажите, калі ласка, дзень рацыяналізатараў, гэта важная падзея для любого грамадства, не только для беларуска. И трэба яе святкаваць. А вообще эти рацыяналізатары нужны нам? Конечно. Ну, во-первых, рационализатор, наверное, есть в каждой профессии. Если ты с душой полностью отдан своему делу, ты обязательно найдешь, как улучшить свою работу. Я даже имею благодарность за свое рационализаторское предложение. Вот. Я тогда работал на заводе БелАЗ, и меня похвалили. Так что это значит, что у меня еще есть один праздник. А у вас не день, то праздник. Да, правильно. Спасибо, я тоже вас люблю. Зараз у молодежи запытаемся, наогул ці ведаюць яны про такую специальность. Ці чулі вы, что есть такие люди, рационализаторы-вынаходники? Ну, изобретатели, в смысле. Слышали, что есть такие люди? Ну, изобретатели? Так, ну, это я по-белорусски. Рационализаторы-вынаходники, а по-русски изобретатели. Слышали про таких? Нет. Да, а вот есть такие люди. Это люди, которые придумывают что-то новое, нечто изобретают. Весь час Мне кажется, это как ученые, нет? Ну, так. Ну, там без мозгов никуда туды и ни сюды, да. Понятно. Ну, в принципе, как и в любой профессии без мозгов не это. Скажите, это люди, которые вот нечто выдумывают, нечто робят, нечто внедряют, нечто продвигают. Это важные люди для громадства, для нас с вами? Конечно. А у чем вот это, у чем это важность? Они продвигают как бы нашу страну, то есть на мировой рынок, возможно, так, сотрудничеством с другими странами. Так. У вас з эканамічнай точкі гледжання таксама вельмі важныя людзі. А вот для таго, каб стаць рацыяналізатарам, як вы лічыце, гэта трэба быць надта разумным, ці гэта ўсё-таки больш смекалка так вот павінна зрабіць? И то, и другое. Там гайку ў другое место поставіў, уже нешта, глянь, выдумаў, запатентаваў. И то, и другое. То есть знания тоже всегда, конечно, они очень важны, это безусловно, но также должна быть, смекалка, не знаю, логика. Тоже так, помогает. Так. С одним умом только не справишься. Не справишься, да. Вот я всегда мужу так говорю, и он мне не верит. Я считаю, что это очень необходимая профессия для нашего государства и, в принципе, для наших людей, потому что развитие должно быть постоянное, и вообще наша республика – это очень... Она на самом деле по территории маленькая, но люди у нас очень добрые и отзывчивые, и развитие... Рационализаторы вообще лучше у всех. Да, развитие нашей республики нужно, и как бы я считаю, что это необходимо, это очень хорошая профессия. Сам вот сейчас буду поступать и дальше думать, как бы, своей республике я должен принести какой-то плюс. Идите в рационализаторы. Да, они очень нужны в нашем государстве. Я думаю, что я рассмотрю эту профессию. Так. А вы гродзенские такие народные, у нас таких нема народных? Нет, вообще я из города Мурманска. То вам, наверное, по-русски надо, да? Да, если можно, то я через слово вас понимаю. Можно. Дело в том, что на этой неделе у нас в Беларуси отмечается День рационализатора-изобретателя. Так, что делать надо? Как вы считаете? Не, вам ничего не надо. Так. Как вы считаете, это важная профессия, для общества в целом? А как называется профессия? Изобретатель-рационализатор. Конечно. Ага. Для будущего очень полезно. А вот в чем вот основная польза такой профессии? Учитель, например, он учит, врач лечит, а вот эти люди... Анализируют, прогнозируют. И что-то новое, наверное, планируют, внедряют в массы. А вы вот сустракали таких людей, которые, может, и официально не рационализаторы, и не вынаходники, але вот такие кулибины мясцовые, которые могут нечто придумать, сделать своими руками. Может, вы такая? Да, я тоже такая, безусловно, изобретательная. Я думаю, что все люди творческие, да. Надо взять в союз изобретателей. У меня очень много знакомых, которые изобретают, что-то делают, всегда сустрекают. Да. Спасибо. Каждый день новые идеи, каждый день новые проекты. Это все, это жизнь, это движение, это классно всегда. Вот такие люди, они дают какие-то правильные новый накерунок у развития. Это все ж таки больше люди, которые аналитикой занимаются. Как вы это лечите?
Я думаю, что нет изобретения без аналитики. Сначала нам надо проанализировать, промониторить и дальше Выучить уже второе. создавать. Да, то есть эти люди, они всегда создают такую конкуренцию обществу, да, для того, чтобы не стоять на месте, а продвигаться, постоянно что-то новое, на новое изобретать что-то новое, чтобы быть всегда впереди. Ну как, для того, чтобы все процессы шли своей чередой, ускорялись и все оптимизировалось. Щоб не тормозили, як говориться. Конечно. А то без таких... О, бачите, одна професія пропаде, і який буде откат назад? Это ж неправильно. Ну, Застанемся да. на одном месте. А сейчас нельзя, надо наперед. Конечно, все должны идти вперед. Справа в тым, што рацыяналізатары Беларусі святкуюць прафесійнае свята. Будзе ім вельмі прыемна, калі вы што-небудзь пажадаеце ім хорошае, можа там, зарплаты. Там. Зарплата это обязательно, конечно. Мало того, что хорошую зарплату, профессиональный рост и достижений больших Да. в развитии и росте страны. А вось каб быць рацыяналізатарам, это трэба быць якім чалавекам? Це ж трэба нейкія мець асобыя там якасці, характар. Надо развиваться, набираться навыков, потенциал, развиваться, неважно в каком творчестве, ну, в какой сфере, работа, там, вакансии. Главное, ну, оставаться собой, двигаться и, ну, прислушиваться к мнению людей, к окружающим. И двигаться всегда вперед. Ну, в общем, что не делается в наше время, делается только на пользу и к лучшему. А що, наверх? Конечно, наверх? только наверх, А, только наверх. Ну, у вас таких знайомих нету, може ви самі марите стати винаходником, а може ви ще й не думаєте, що ви їм станете, а воно так і получится. Если честно. Ну, это ж у любым накірунку можна що-небудь новенькое, і вже будеш якби причасний до этого. У любым накірунку, ну, звучить цікаво. Гучить цікаво. Заманчиво так. Заманчиво, да. А гэтыя людзі, яны, которые придумываюць нешта новае, внедраюць, яны ж, напэўна, гэта свет нацыі, правда? Гэта ж тыя людзі, которые прагрэс прадвігаюць. Справа в тым, што іх святкуецца зараз прафесійнае свята. Можа, вы іх павіншуеце, якое добрае слово ім скажеце, ім будзе вельмі прыемна. Я всех поздравляю с этим праздником. Честно, даже не знаю, что еще сказать. Пожадайте счастья, здоровья. Счастья, здоровья, успеха в профессиональной сфере. Может, какое пожелание такое, которого для его конкретно больше необходимо? Ой, ну вот что могу сказать, чтобы ваши идеи признавались и вам, ну, в минимум выписали премию, сказали, какой вы молодец. Для многих это очень важно, потому что некоторые стесняются, насколько я помню, особенно товарищи, которые принимают решения, очень строго иногда реагируют, чтобы не опускались руки, чтобы всегда вдохновение просто бурлило и кипело. Вот. И обязательно отпраздновать этот праздник. Тогда все будет, это как Новый год. И как встретишь, так и проведешь. Вот хорошо праздник рационализатора встретишь, вот предложения просто будут как из рога изобилия. Ой, дай вам Бог здоровья. Спасибо. За доброе слово.